Добрый день, уважаемые зрители нашего подкаста. Мы снимаем с вами уже, получается, 5-й выпуск нашего школьного подкаста. И, мы не соврем, потому что вы сами свидетели. Все наши зрители, все наши комментаторы просили конкретного человека, Леонида Николаевича Горшкова. Я думаю, человек, который не нуждается в представлении, все прекрасно знают этого учителя физики, да. А мы все-таки вас поприветствуем, Никита Артемов и Алексей Син. Ваши несменные ведущие. Я думаю, что позвольте мне сделать небольшой монолог. Сейчас я учусь в магистратуре университета, и у нас там есть как раз-таки предмет «Устная история», где нас учат, да, как правильно брать интервью и все, что связано вообще, в принципе, с устной историей. И отдельной темой этого всего был топик о том, как брать интервью у людей, которых ты лично хорошо знаешь. Мы с Леонидом Николаевичем знаем друг друга очень долго, да? Если не ошибаюсь, с момента, когда я был в 7 классе, вы пришли... Именно так, да. Я начинаю работать с 7 класса. То есть вы как раз-таки пришли в нашу школу, и первый класс, который вы взяли, вот параллель, это была наша параллель. Именно так. Вот, поэтому мне очень трудно не сделать очень комплиментарное интервью Леониду Николаевичу, потому что один из моих самых любимых учителей. И я думаю, что огромное количество наших зрителей в этом найдет отклик у себя в душе. И давайте начнем с самого банального, но для нашего подкаста фундаментального вопроса. Почему вы решили, в принципе, стать учителем? Отчасти этот вопрос был очевидный, конечно. Я смотрел тоже предыдущие выпуски, и, пользуясь данной ситуацией и случаем, я должен поблагодарить всех, кто звал и горячо желал, чтобы я здесь выступал. Это крайне приятно, и главным мотиватором моей работы в школе, собственно, вот это и является. Путь случился таким образом, что заход в образование начался со школьной скамьи, когда существовали такие дни, они сейчас существуют, дни самоуправления, и ученики проводили уроки для каких-то уже более младших учеников. И я замечал за собой, что мне очень это нравилось. И это не было для меня формальностью, это было действительно те уроки, к которым я готовился. Мне было интересно преподать, объяснить и дойти, потому что мне казалось, что я говорю хорошо, внятно, четко, достаточно лаконично, без воды, что, наверное, мой стиль такой учения до сих пор уже не сохранился, преподавание уже сохранился. И потом уже, когда я ушел в университет, я по образованию не учитель, я понял, что все-таки ту профессию, которую я выбрал, она мне все-таки не подходит. Мне интересно, если в этой профессии, то мне все равно интересно преподавать. Даже вот я учился в техническом университете, и было интереснее преподавать свою дисциплину, чем вот заниматься какими-то там схемами, изучением подобных вопросов и какие-то такие уже детализации глубокой. И вот меня притянуло, оно само как-то пошло. То есть мне предложили место в школе, как ни смешно, учителем физкультуры. Так факультативно, немножко, как мне сказали, фитнес до работы. Я к этому так и относился. Я приходил в школу, у меня было 2 места работы. Одно была школа с уроками физкультуры. В основном они стояли по утрам, а после этого я тогда на автобусе ехал в соседний город, там работал в колледже, в университете, преподавал вот такие технические дисциплины. И относился к этому как к хобби, как к тому, что мне за мой такой спортивный образ жизни, я всегда спортом занимался, еще и платят деньги, и, в общем, я считал это таким любительством. И в перспективе я понял, что это мне интереснее, чем все остальное. Когда появилась уже возможность стать учителем физики, учитывая, что моя история, мой бэкграунд был связан с этой областью, конечно, я не думал совершенно, потому что для меня это было уже сочетание как школы, так и, собственно, профессии, хоть в каком-то ключе. И поэтому я в школе оказался. И это очень интересно. Я фанат. То есть меня, наверное, отличает от многих учителей в школах. Я не говорю от всех. Понятно, что есть много таких людей, но мне интересно. Мне интересно работать с учениками, мне интересно понимать какие-то вещи, мне интересно видеть развитие личности и даже больше, чем развитие интеллектуальное, что ли. То есть личностное развитие учеников и, в принципе, людей, оно меня крайне интересует. Это то, почему я в школе. Вот очень интересно, когда вы говорили про то, когда вы поняли, еще будучи учеником, что вам нравится преподавать, объяснять что-то. И вот я нашел небольшое резонирование с собой, потому что я точно так же любил делать презентации какие-то по литературе, по другим предметам, и нравилось что-то объяснять, даже какие-то математику, да, какие-то формулы своим одноклассникам на перемене, чтобы перед контрольной особенно. Да, у всех есть такой одноклассник, да, который перед контрольной по математике, по физике, по химии в последнюю минуту, да, постарается что-то объяснить и донести до максимального количества людей в классе.
Вот буквально этим летом в ТикТоке завирусился видео больше, чем на 1 миллион просмотров, где вы делаете со своей женой знаменитый тренд, где вы пытаетесь ее догнать. И получается, что вы всех удивили тем, как быстро вы бегаете. Вот расскажите о своем бэкграунде бегуна. Хорошее слово «пытаюсь догнать». То есть история такова, что, в принципе, я не очень люблю сниматься. И такие вот все ТикТоки, Инстаграм — это не совсем моя тема. Мои социальные сети крайне ограничены. Они есть, но ТикТок нет. А вот Инстаграм я его практически не веду. Просто он есть, и я могу там кое-какие коммуникации вести, смотреть, в том числе, как другие образовательные платформы какие-то вещи делают для профессиональной сферы определенной, такая, профессиональный интерес, не личностный. И тут совпало просто. То есть я люблю спорт, я люблю бегать. Занимался я огромным количеством видов спорта. Я из небольшого города, и, так сказать, вариативность была не очень высокая. Но одна из них была легкая атлетика, где я, можно сказать, профессионально, во время я думаю, что я занимался профессионально, относясь очень серьезно к этому. Бегал, прыгал, не знаю, метал, что там еще приходилось делать, не знаю. Но главным моим видом был именно бег. И поэтому я, старые такие мышечная память, она осталась. Я бегаю в свободное время, если оно остается после всех домашних дел в том числе. Очень люблю спорт, очень сожалею, что сейчас его мало, и колено болит, и там еще одно, второе. В общем, в целом мне эта сфера очень близка. Тут получилось совместить как что-то интересный тренд какой-то, к которому я с насмешкой отношусь в целом, но раз он есть, значит это кому-то надо. Мы так сняли, получилось, что попали куда-то. На 2,5 миллиона это было в итоге. 2,5 миллиона. Но все-таки вас больше знают как учителя физики. Здесь, да. В этой школе я не работал учителем физкультуры. То есть я когда переходил из своего прошлого города и другого места работы в Таллин переезжал, я понимал, что совмещать в крупной школе с большим потенциалом учеников будет уже нереально. То есть там в предыдущей школе я работал и учителем физкультуры, ограниченное количество часов, и учителем физики, естествознания физики. То в этой школе я был чисто уже на, естественно, научном направлении. Разные там предметы случались, но в целом это оно. То есть уже какие-то более академические предметы были. Да, и в общем, говоря о том, что вы учитель физики, тут у меня есть такой небольшой вопросик. Вот вы, как учитель данного предмета, вы можете подсказать некоторые советы, как можно лучше понимать или как-то усовершенствовать свои знания в физике? Очень сложный для меня вопрос. Во-первых, все люди разные. Во-вторых, у меня есть некое убеждение, я не знаю, насколько оно действительно твердое, и я не пересмотрю там лет через 5 это свое убеждение, но, по крайней мере, сейчас, на данный момент, я так думаю, что не нужно заставлять себя делать больше, чем ты готов делать. То есть, если дано некоторым ученикам, они будут это делать без того, чтобы нужно было искать какие-то специальные способы. Это в них ляжет. Это какие-то вещи, которые ты, как учитель, посылаешь в это пространство. Оно найдет место, оно встанет в нужное место. И дальше человек будет наслаивать этот пазл до той степени, когда ему интересно. То есть, мой главный принцип как учителя – это интерес. Я только на это могу… Это моя энергия, которую я получаю. Если я, как учитель, вызываю интерес, как личность вызываю интерес, отсюда будет все. Будет работа, будут какие-то дополнительные вещи, которые ученики захотят прочитать, узнать, поговорить. То есть, здесь отдельно секретов нет. Это внутри человека, есть или нет. Я, как учитель, прекрасно понимаю, что… или не прекрасно понимаю, но осознаю, скажем так, и в своих преподавании исхожу из того, что не всем это интересно, не всем это даже надо. Это должно быть на каком-то уровне, это нужно понимать, чтобы не было, скажем так, абсолютно какой-то безграмотности, элементарного непонимания естественного хода, движения материи, природы, каких-то явлений. Без этого тоже никак. Но глубоко знания человека, который не склонен к этому, они не будут. Это из-под палки. И то есть все внутри. Если ляжет правильно, если коротко сказать, если информация ляжет в правильную голову, в правильное место с определенным посылом, энергией, то человек сам найдет способ. То есть очень часто можно слышать от родителей такую фразу, клише, про то, что учитель не нашел подход к моему ребенку. Какие эмоции и мнения вызывает у вас эта фраза? Очевидно, негативные. Тут вопрос в том, насколько негативные и как оценивать. То есть я понимаю родителя, да, родителю хочется, чтобы его ребенок в школе был успешен. Это очевидно, это нормально, желание родителей. И
очень часто родители считают, что мой ребенок, ну, даже если он как бы имеет такие особенности, то педагог, который работает с ним, он должен эти особенности учесть. Теперь как работающий учитель, как уже с другой стороны оцениваю ситуацию, я понимаю, что в потоке, в комбинате, в котором, к сожалению, с ужасом говорю это слово, в том огромном цеху, в котором мы все находимся, где в классе там 29, 30, там, 25 человек, это хорошо, если 25, найти место, энергию для понимания конкретно взятого ученика очень сложно. К сожалению, для меня это очень к сожалению. Потому что именно на это я опираюсь в своей работе, на понимание того, что, кто, зачем, кто передо мной. Я ученикам всегда говорю и пытаюсь на первом уроке всегда это красной нитью тяну, всегда, если возникают даже какие-то проблемы с поведением, я всегда это вытягиваю. Учитель, настоящий учитель, это не тот, кто говорит информацию, не произносит информацию. Это не подставка для микрофона, который включил, и вот он, значит, в правильную сторону это все произнес, а дальше уже ученики принимают, не принимают. Это человек, который оценивает, он постоянно находится в таком каком-то взаимодействии с теми, с кем он работает. Он понимает, этому человеку сейчас нужно на него давить, чтобы больше получить, а этому закрываем глаза, даже если он лежит, потому что его какое-то эмоциональное состояние сейчас такое, что лучше его не трогать. Потом ему тихо можно сказать: ага, слушай, тут у тебя такая беда, чем-то могу помочь. Может быть, ты и не можешь помочь, но то, что учитель к нему как бы с пониманием отнесся, для него уже сигнал, что ну, это человек на моей стороне. Он не пытается меня еще больше где-то там уколоть, зацепить, еще что-то, но он пытается меня понять, пытается ощутить какие-то процессы, которые внутри меня. И это сближает. И вот уже как бы подытоживая эту часть, со стороны учителя, мне кажется, если я такое применительно к себе слышу, ну, во-первых, честно говоря, я не слышал никогда. Если и было, то мы как бы вроде находили общий язык всегда. Я понимаю, откуда это берется. Это берется из огромной массовки. Но в целом, если учитель мотивирован, если он с некой идеей, с некой миссией, что ли, относится к своей работе, то вот таких индивидуальный подход, он так или иначе раскрывается. И таких фраз в сторону таких учителей будет все-таки немного. И со временем, я думаю, что, конечно, если новый класс пришел, там еще притирается, ученики не до конца понимают, кто перед ним, зачем, какие у него там ценности какие-то базовые, к чему он вообще, зачем он. Просто вроде человек говорит и говорит, почему я должен ему подчиняться или там слушать и какие-то вещи, вникать вообще в то, что он произносит. Но если этот учитель с миссией, если этот учитель как бы сам готов вкладываться в общение с учениками, то, как правило, дети дома передают позитивные сигналы, и, соответственно, вот применительно к этим учителям таких фраз не будет. Как мне кажется, по крайней мере, моя практика такая. Ну вот и насколько быстро у вас выходит найти этот какой-то контакт с учениками? Ну, классы разные. То есть, если сказать среднее, это в принципе, стандартная вещь полгода. То есть, вот полгода нужно для того, чтобы, скажем так, притереться друг к другу, понять уже более-менее, что это не разовая акция. Учитель там поднял бровь на поднимающуюся там какую-нибудь сдвигающуюся парту или телефон на задней партии, или не на задней партии, на лежащее тело какое-нибудь на первой парте. Сейчас уже и так случается, что за первую парту садятся, и все равно как бы, внимания никакого на учебный процесс. Раньше это случалось где-то сзади, теперь уже даже спереди это происходит. Но если они понимают, что учитель этим недоволен, и он это делает не разово, так вот просто ради ай-яй-яй, а постоянно делает замечания, плюс еще система оценивания, если она стабильная, ученики понимают, что учителю это нужно вот это, значимо вот это, то как бы потихонечку это все выстраивается. Я бы сказал, что после первого выставления триместровых оценок, четвертных, неважно, в данном случае триместра, уже как бы выравнивается. Вот первый триместр, это сколько у нас там, 7 недель, нет, 7 недель это четверть, 11 недель получается, 11 учебных недель, это вот примерно то время, когда лучше происходит понимание, а через полгода вот это уже... Здесь еще накладывается то, что если вот конкретно взять мою возрастную группу, это с 7 класса начиная, это переходный возраст, такой в самом кипящем, бурлящем состоянии. И поэтому может быть где-то больше, где-то меньше. Если бы это я начинал с гимназии, там бы, может, и раньше все произошло. Но вот полгода я оставляю на то, чтобы привыкнуть. И мне кажется, что в целом я не могу припомнить ни одного класса, чтобы я приходил после урока от этого класса и думал: господи, наконец-то это все кончилось. То есть бывали отдельно взятые уроки, но так, чтобы вот просто ты, в принципе, энергия твоя не совпадала с энергией класса, состоянием класса, с ценностями класса, не было ни разу. Вот если вот эта химия не совпадает, правильным ли будет, бывает такое, может быть, что с каким-то классом, но вот просто не срабатывается, что нет какой-то взаимной химии, да, будет ли правильным просто отказаться от этого класса? Я перед такими дилеммами не стоял, вот так вот прям
в лоб, отказаться или нет. Я ни одного класса не отказывался. Я бы сказал так, что здесь, конечно, со стороны учителя сейчас рассуждаю, здоровье дороже. Потому что если каждый урок, если подходить с теми, ну, скажем, задачами к уроку, к которым подхожу я, не предметными задачами, а такими педагогическими, что ли, в общем, психологическими, социальными задачами, с которыми подхожу я к своей работе, то работать с классом, который это не хочет, очень бьет по состоянию твоему уже, учительскому. То есть можно выгореть или ощущать, что твою миссию не ценят. Что для меня, наверное, была бы вообще страшная катастрофа, потому что я именно ради этого в школе. Если ты понимаешь, что это не ценят, можно там говорить, что там вот, у вас ничего живого. Во всех есть живое. Вот я глубоко уверен. Смешно говорить, что современное поколение, оно какое-то другое, оно отличается. Все поколения отличаются друг от друга. Всегда и везде. Это истина, которую нужно просто принять. Я могу там, вот я уже даже сказал, что я не понимаю там тиктоков, там могу сказать, что я не понимаю там каких-то других социальных сетей или проявлений вот этого всего в обществе и в школе и так далее. Я могу это не принимать, но я понимаю, что это для них, современное общество, это норма. Это некая база, с которой они начинают. И это, глядя на мое поколение, оглядываясь на мое поколение, можно сказать, что предыдущее поколение тоже судило по нам уже, что у нас там мобильные телефоны, которые там разъедают нам мозг, что мы вообще ничего не хотим, что у нас в голове только желание там, не знаю, что-то там такое понажимать. Тогда появились компьютерные игры, вот за гейми, там что-то такое. Ну, в общем, это песня старая, она известная, и у всех поколениях она есть, что мир меняется, и это нормально. Это нужно просто принять, человеку внутри себя принять. И если вот ценностные какие-то ориентиры учеников, они все равно базовые, в проявлениях другое, но базовые ориентиры, они хорошее, доброе, вечное, оно всегда одинаковое. Плюс-минус, но всегда одинаковое. И вот если бы случилось так, что хорошее, доброе, вечное абсолютно не совпадало с каким-то классом, то у меня было бы два пути. Или себя поменять, или поменять среду, в которой я нахожусь. В случае школы эту среду можно поменять, то есть как-то все-таки давить на то, что надо прекращать работу с этим классом, искать другого учителя. Вот. Но, к счастью, у меня такой ситуации не было. То есть у меня не было моральной дилеммы отказаться от класса. Были другие, менялись классы, и посредине менялись классы, но это не было связано с тем, что я не справлялся или что класс не совпадал со мной, там главный для меня вопрос. То есть, смотрите, мы видим просто на примерах Леонида Николаевича обратную сторону медали работы учителя, которую очень многие люди просто не замечают и о которой просто не задумываются на самом-то деле, сколько мелких вещей, да, за всем этим стоит, что на самом-то деле очень сильно определяет качество образования и качество, в принципе, самих эмоций, которые мы получаем, да, которые получает учитель, которые получают ученики. Вот. И хотелось бы более подробно начать спрашивать вас именно про физику. Да. И, наверное, первым вопросом касаемо именно самого предмета было бы, есть ли у вас какое-то любимое физическое явление, которое вам нравится больше остальных, тема, которая проходит в основной или в гимназической ступени? Есть две вещи, которые меня интересуют, которые мне нравятся. Я ко второй пока еще не могу сказать даже, что я достаточно компетентен. Очень обширная тема и глубокая, и нужно читать, чтобы все это лучше принять. Главное – это электричество. Потому что я учился именно в техническом университете на специальности, связанной с электричеством, поэтому здесь какой-то у меня азарт и вкус к этому есть. А второе, то, что я говорю, это внутреннее строение вещества, атомистика, какие-то то, как устроена с точки зрения квантового мира наша Вселенная, наш мир. Это достаточно интересно, но я пока, несмотря на то, что я преподаю эту тему, да, то есть я преподаю на каком-то уровне, минимальным, как я считаю, минимально необходимым. Но чувствую себя в этой зоне неуверенно. Нужно читать, нужно еще думать и осмыслять. То есть, в принципе, мой подход к преподаванию, он такой, что я пытаюсь сделать сложные вещи легкими. У этого есть оборотная сторона, что это немножко популяризация, что ли, сложной дисциплины, она ведет к тому, что ученики относятся к этому халатно, или наоборот, это в каком-то смысле бывает медвежьей услугой, считая, что все так просто. На самом деле все не очень сложно. Тут вопрос переработки информации, насколько я ее трансформирую во что-то такое понятное, что ли, более упрощенное, с какими-то моделями, с какими-то схемами. Если выучить закон несложно, формулу выучить несложно, применять эту формулу несложно, скажем так, то что за ней стоит, где она используется, как она была выведена,
какой процесс шел параллельно, как рассматривалось это же явление с другой стороны, какие были параллельные ветки. Вот это крайне обогащает предмет, но это крайне сложно искать, думать и в себя впитывать, и чтобы потом это каким-то образом излагать и внятно излагать ученикам. Это не работает так, что ты просто выучил и сказал. Да, минимально сделал, но вот этот обогащение, что ли, этой темы такое, оно происходит именно за счет таких побочных каких-то насыпаний фактов, явлений, понятий. Это делает урок уже, скажу так, вкусным. Тему действительно дрожащей, когда ученики... Очень приятно, конечно, ощущать, когда ученики прям вот, грубо говоря, открывают рот, когда ты объясняешь, потому что они начинают ощущать какую-то полноту этого мира, не просто в виде формулы какой-то, которую ты на доске написал, а в виде того, что за ней стояло, какой он сдвинул, как люди двигались к этому изобретению, что они за это получили или не получили. То есть, это вот очень интересно. И в этом смысле, сейчас популярна вот интеграция, и, в принципе, это всегда было популярно. В целом, сейчас такое направление идет на интегрирование различных сфер областей. Вот история техники, история науки, в принципе, вот история или какие-то общественные процессы, которые проходили в тот момент, когда... Почему ученые это делали? Потому что на пороге общества стояло чего-то, нужно было переходить от одного принципа организации к другому принципу организации. И тут вот случилось великие открытия, которые подстегнули это все. И это еще больше... Вот это вот стык, он еще больше обогащает и делает совсем уже интересные вещи. И это еще больше как бы расширяет поле интереса к тебе, потому что узконаправленная физика интересна, допустим, 5 человек, а история еще 5, уже 10. 10 будут работать, а кого-то еще там частично зацепит какой-то психологический момент, связанный с, не знаю, изобретателем или ученым, и еще потянется. И тогда уже есть с чем работать, и эта общая такая атмосфера в классе становится учебной и впитывающей, такая как губка впитывает. Это своего рода такой, да, очень мотивирующий фактор. То есть в следующий раз, когда ты чувствуешь такое, ты хочешь еще удивить, сделать что-то такое, чтобы все сказали: вау, ничего себе, как это все неоднозначно, как это все сложно, как это все интересно. Вот это как раз-таки то, что и, я думаю, по моему личному мнению, определяет качественного, хорошего педагога. Это вот этот как раз-таки лыминг, да, испанское слово, связь с другими предметами, которые я тоже постоянно хочу прослеживать на своих уроках, да, и общество, и география, и языки, да, изучение языков. И вот говоря, например, о каких-то физических формулах. Мне, например, очень сильно нравится формула кинетической энергии. Поправьте, если я сейчас ошибусь, но это масса, умноженная на скорость в квадрате, поделенная на 2. Все верно. И получается, вот казалось бы, да, вот есть просто формула, но эта формула показывает о том, что наша кинетическая энергия больше зависит как раз-таки от скорости, потому что в этом уравнении именно скорость находится в квадрате. И мы сталкиваемся с этой формулой, к сожалению, очень часто в реальной жизни, например, за рулем автомобиля. И, например, есть такая статистика, почему у нас, например, сейчас идет абсолютная государственная политика на снижение общей скорости на общедоступных городских дорогах. Вот. То, что если вас собьет автомобиль на скорости 30 км в час, шанс выжить 95%. Если тебя собьет автомобиль на скорости 50 км в час, то там шансы 50 на 50. А если тебя собьет автомобиль на скорости 70 км в час, то твои шансы выжить 5%. То есть, казалось бы, там увеличение с 30 до 50 и с 50 до 70 у нас с вами равномерное, да, 20 км. Но из-за того, что скорость в квадрате в формуле кинетической энергии, у нас с вами и выживаемость пешеходов гораздо меньше. Вот еще я хотел подытожить, что на самом деле физика — это не только как про формулы, это еще и про историю, в общем, как это все делалось, как это создавалось. И это на самом деле очень интересно для людей, которые не хотят учить формулу, потому что это на математике и так проходим. Это очень интересно для людей, которые просто хотят послушать историю, как это все делалось, как это все создавалось и что для этого делалось. Именно так, да. Это то, про что я говорил. То есть вот эти контекст, в который ты вписываешь в свою программу, он в большей степени цепляет людей. И насколько ты в ней специалист, насколько ты сам разобрался, под каким углом ты на это посмотрел, это делает интересным или неинтересным. Есть проходные темы, которые ты понимаешь, что здесь просто нужно сделать так,
без приукрашивания, чтобы не сбить фокус, чтобы вот это, если нужно выучить эту формулу, чтобы эта формула была выучена, а человек не ушел, не знаю, в размышления о том, какая там выживаемость, а чтобы вот эта формула, грубо говоря, была. Ну, и я так условно, например, да, что все-таки есть определенная специфика предмета, ее нужно соблюдать. То есть нельзя уйти просто в историю, рассказывать про историю техники, изобретений. Но при этом, да, вот все эти побочные линии такие, они переплетаются, и получается что-то такое очень интересное. Может получиться очень интересно. Все зависит от учителя и его подхода, его интереса к теме и, в принципе, к желанию сделать что-то интересное на уроке и готовности к этому. И вот как раз-таки отсюда рождается вопрос о том, что ученикам в основной школе по темам уроков физики сложнее всего понять. Вот какие формулы, какие концепции физические сложнее всего понять? Ну, сложно сказать. У меня есть, да, форма обратной связи, где я в конце года там, если все, так сказать, не всегда это получается провести, эту форму обратной связи, потому что бывает в конце года там урок пропал, там уехали экскурсии, а ты рассчитывал, что он будет, и там был этот опросник. И все по-разному, во всех классах по-разному. И, в принципе, учитель, учитель живой организм. Я могу там гениально приготовить какой-то урок, ценил себя. Я могу очень хорошо приготовиться к какому-то уроку, а на следующем уроке просто дома что-то произошло, и я никакой. Даже зная, что я должен говорить, я с меньшей энергией, с меньшей подачей, с меньшим, скажем так, энергозатратами буду это делать. И, соответственно, эта тема, которая потенциально могла бы там зажечь учеников, она выпадает. И то здесь сложно. Здесь нет такого, чтобы кому-то нравится, не знаю, механика, кому-то нравится электричество, кому-то, не знаю, строение вещества. То есть невозможно сказать кому что. Статистику отдельно взятую я не буду. Вот из этого у вас культивируется какое-то чувство вины перед учениками, то, что вы не выложились на максимум? Ну, в глобальном смысле нет. То есть я понимаю, что если в широком таком ключе смотреть, то есть я понимаю, что свою работу, если не на этом уроке, то на следующем уроке я сделаю. Не на этой неделе, где у меня что-то там происходило, где мне было не до этого, так сказать, вкладываться, то через там неделю-две, когда я отосплюсь, приду в себя, там решится какая-то проблема, все равно я буду вести так, как я веду. Понятно, что, может быть, где-то там можно было интереснее, вот та тема была ярче, там какие-нибудь ярче были примеры, какой-нибудь опыт можно было там какой-то демонстрационный провести интересный, который так по боку прошел или вообще забыл, чтобы не потратить слишком много внутренней энергии, которой у тебя нет сейчас в данный момент. Но в целом, если все эти обстоятельства убрать, мне кажется, что в целом есть за что мне стыдно, скажем так, перед некоторыми классами, но это не касается работы физики. Это какая-то классная работа, которая у меня местами не получается или была скомкана. Какие-то такие, скорее, вещи, чем с точки зрения преподавания физики. Угу. Потому что физика, все есть, планы есть, программа есть. Я не первый год работаю, это все составлено. Да, там можно дочитывать, можно в большей меньшей степени готовиться. Это все понятно. Но в целом ты понимаешь, о чем, что и как. Если говорим про классную работу, здесь ты никогда не знаешь, что будет завтра. То есть ты приходишь в школу, особенно в некотором возрасте, ты приходишь в школу вроде с одним настроением, с одним ощущением. Кто-то что-то сделал, что-то или с твоим учеником что-то сделали, ты начинаешь на это реагировать, теряя мысль в голове, которую ты должен был реализовать, или то, о чем ты должен поговорить, или то, на что ты был надавить, и так далее. Или провести какое-нибудь там событие с таким наклоном, в итоге приходится его наклонять в другую сторону, реагируя на текущие события. Или оставляя там какие-то вещи на потом, сделаю с классом еще вот это и это, а не доходят руки. Потому что на повестке дня возникает опять миллион текущих вопросов, которые нужно решать. И вот за это мне бывает стыдно. Перед самим собой. То есть классы, конечно, мне не скажут, может быть, про себя там что-то и думают ученики, но просто некоторые обстоятельства жизненные бывают сильнее, чем вот такая работа уже. Потому что я считаю, в принципе, что классный руководитель – это самое полезное вообще, что есть в школе. Только это абсолютно не окупает себя финансово, это не окупает себя эмоционально, но, в принципе, это некий путеводная звезда, путеводный человек для целой группы людей. Не все это возьмут, но в целом все равно класс подстраивается под своего классного руководителя, под то, что он делает или не делает, под то, какой он, принимая в плюс или принимая в минус, какой он. То есть это все такие... немножко огрубляя, скажи, кто классный руководитель, кто твой классный руководитель, я скажу, кто ты. Это, конечно, очень так огрубленно, но в целом в этом для меня есть зерно такого подхода.
Ну вот я как человек, который был по обе стороны окопов, да, в роли ученика и теперь в роли коллеги, вот хотел бы спросить такую очень, на самом деле, серьезную тему про выгорание. Испытывали вы выгорание? Потому что вот вы затронули тему о том, что, может быть, вам в лицо не говорят, но на переменах все-таки, дети, как говорила Алина Тарасенко, они все это считывают, они все это чувствуют. Вот. И вот наш выпускной класс 2022 года, вот у нас сложилось впечатление, что вот в этот период времени у вас прям был такой тяжелый карьерный кризис. Потому что вот потому, как вы работали и как все это ощущалось, что это был достаточно тяжелый для вас период. Все верно. Если мы говорим про тот период, вот это один из тех, то, где мне перед собой стыдно, там, где я чувствую, что я не доработал. Это был вот тот период классного руководства с вами. И тогда в 10 классе был коронавирус и вся вот эта история. А для меня это было просто... Я сейчас даже не как классный, как преподаватель. Это для меня было невозможный формат. Я уже сказал, что для меня энергия вот этого выступления, это то, я не могу без нее. Я просто не могу в стенку говорить. Для меня важно видеть глаза, для меня важны вопросы, для меня важно дыхание, для меня важно взаимодействие с публикой. Когда этого нет, ты просто морально опустошен. То есть ты должен это делать. Ты просто говоришь, придумываешь разные способы, там, через 3 секунды скажите «да», там, не знаю, там, пришлите мне смайл, чтобы как-то активировать процесс, что ты понимаешь, что ты здесь не один вообще. Потому что половина выключена камера, это все. Потом еще пол 11 класса, это все туда продолжалось, не продолжалось, там на неделю уходили, на неделю приходили. В общем, абсолютно разболтанно. И плюс, скажем так, в личной жизни происходили перемены, которые сложно было переварить и принять. И поэтому, да, я здесь поплыл в то время. Это не было связано даже со школой и средой, в которой я находился. Это были именно такие личные, жизненные события. И это не было связано с моим тогда выгоранием, а именно вот с такими событиями. А тема выгорания... Да, она актуальна, она на повестке. Для меня тоже на повестке. Я ощущаю в себе перемены по отношению к своей работе. И главное, наверное, если так откровенно говорить, главное, что я ощущаю некую нежелание догонять учеников. Вот это самое страшное для меня, на самом деле, из того, что я могу сам в себе диагностировать. Вот у меня сейчас 7 класс мой, и иногда они между собой там говорят. И я понимаю там 3 слова в предложении, которые они говорят. И самое чудовищное, что если бы это было, не знаю, лет 10 назад, я бы спросил, что значит это, что значит это, что значит это, и я бы это принял, как-то, может, не мое, не нравится, но я бы это понимал. А здесь мне не хочется спрашивать. Мне не хочется разбираться, что это означает, потому что как будто есть ощущение, что это настолько далеко и настолько мне сейчас не нужно. Я понимаю, что дальше-то лучше не будет. То есть, потому что они станут еще более продвинуты в своей сфере, я еще более отсталый. А через 10 лет, если я работаю еще в школе, будет еще больше таких вещей. Не с этими детьми, с другими детьми, которые придут, и ты будешь понимать, что не их ценности другие, а их выражение этих ценностей, оно другое. И среда, в которой они находятся, она другая. Я лично рос в другой среде. И принять вот это вот будет сложнее, еще сложнее. И это приведет к тому, что просто будет возникать сомнение, а надо ли делать так, как я делаю. Нужно ли то, как я делаю, публике, ученикам, публике. В целом, тем, кто тебя слушает. Это вообще приемлемо для них? Или если бы перед ними стоял человек, который использовал бы их слова, объясняя то же самое, что объясняю я, но использовал их слова, смотрел бы на них процессами, какими-то паттернами, какими-то другим взглядом на их события, все равно он будет старше, но он будет ближе к ним. И, возможно, он просто достучится до них лучше, чем сделаю это я. Это меня в каком-то смысле беспокоит. Потому что все мы живем, все мы взрослеем. И ученики тем самым, разница между... Когда я пришел в школу, мне было... Первый раз меня позвали, когда я был вообще на 2 курсе. То есть мы немножко перекликаемся. И тогда представить себе, что... разница в возрасте, мне там, не знаю, 20-21 год, и передо мной сидят ученики, там у меня были 7-8 классы, это сколько? 14-15 лет. 13-14 лет.
20 и 14, разница 6. Понятно, что мы разные, но я, понятно, учитель, но это не такая большая разница. Когда тебе сейчас, то, сколько тебе сейчас, а им все так же 13-14 следующим ученикам, разница 20 лет дает о себе знать, а то и больше. И ты уже по-другому смотришь на вещи, нежели они. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, что тут скрывать? В системе образования большие изменения в нашей стране. И это тоже рождает огромные, скажем так, вызовы в учителях. Понимание того, что будешь ты работать через 2, 3, 5, 10 лет, или не будешь ты работать в школе через 2, 3, 5, 10 лет. Это тоже приводит к некоторым таким мыслям, надо мне это, к стрессам, к увеличению такой неуверенности, что ли, в себе, в своем завтрашнем дне, и выгорание здесь тоже будет. И работа нервная, тут скрывать нечего. Я всегда говорю, что работа в школе – это, для этого надо быть сделанным, для этой работы. То есть, если ты принимаешь это все очень близко к сердцу, и тебе это не нравится, это ни к чему хорошему не приведет. Эти люди просто, они не работают долго, эти люди. То есть они понимают, какой уровень здесь ученики стресса могут создать со стороны учеников, со стороны родителей учеников. Изначально понимают, что нет, это слишком много для меня. За эти деньги, не за эти деньги, неважно. То есть слишком много. Даже если дать, не знаю, 2 раза больше денег, кого-то это удержит, но не всех, потому что здоровье дороже. И все это, взрослые люди тоже начинают понимать. Да, в общем, так. Сбился с мысли, но в целом... в общем, да, здоровье за деньги не купишь. Не купишь. И главное, что такие процессы, они... Если ты к этому, так сказать, природа заложила твою терпимость и способность выдерживать это некие колебания вокруг тебя. Да, иногда бывают срывы, но в целом выдерживают, то ты будешь держаться, и выгорание в меньшей степени тебе угрожает. И плюс часы, нагрузка, то есть насколько много ты работаешь, с каким качеством ты работаешь, это тоже сильно влияет. Если ты пришел, не знаю, формула на доске, вот вам задачник, решайте. Как вариант, да, если это постоянная работа, это меньше стресса, это такая, для меня это халтура. То есть я так не могу работать. Какой-то как элемент обучения, да, как постоянный процесс, которым ты не руководишь, а просто скидываешь себя обязанность преподавания на то, чтобы ученики сами разобрались, постоянно, подчеркиваю. Это качество работы, которое ученики тоже это понимают, что это так. Хорошо, про работу мы поговорили, про школу поговорили. И про чуть-чуть свободное ваше время. Тут был вопрос от зрителя. Он спросил, почему вы не любите играть в карты? Я догадываюсь, кто меня спросил об этом вопросе, задал этот вопрос. Я люблю играть в карты, просто нет на это времени. Это есть группа учеников. Привет вам, привет. В том числе и 8 Е-классу привет. Отдельно они мне просили передать, которые хотят меня привлечь к игре Uno. Я пока держусь. В целом ничего не имею против, чтобы ученики играли. Конечно, не на деньги, не на какие-то такие. Потому что это какое-то время назад, в мою молодость, когда мы учились, карточные игры в школе, как будто мы в казино. Это я смотрю на это довольно грустно, если это не на деньги, если это просто ребята играют для того, чтобы развлечься, снять стресс и поразвлекаться, почему мы должны этому препятствовать? Это не мешает остальным, это просто способ отвлечься от ситуации, от того окружения, в котором ты находишься. То есть, если бы люди играли в шахматы на перемене, мы бы, наверное, ничего не сказали. А тут какая разница? Разницы никакой. Они просто развлекаются, отдыхают, без криков, без шума, без ставок, без каких-то эпизодов, которые могли бы другим мешать. Поэтому против игры ничего не имею. Но сам не играю. Вы затронули опыт классного руководителя и достаточно высоко оценили классного руководителя как наставника, путевую звезду, да? Вы использовали такую метафору, эпитет. И у меня вопрос, будучи классным руководителем, какие самые трэшовые ситуации вы разбирали со своими учениками? Да, может, еще какие-то смешные были, наоборот, веселые. Самые такие тяжелые ситуации, которые у меня бывали, я, честно говоря, не хотел бы здесь упоминать, потому что мало ли люди услышат. Понятно, что имен не скажу, но контекст будет понятен. В целом, это некое нарушение
границ дозволенного в интернете, что ученики могут выставлять друг про друга, в каком виде они могут друг про друга информацию выставлять. Это вот один из неприятных эпизодов, который был в гимназии у меня с учениками. Из тех, которые были с основной школы, с другим классом, это различные формы насилия, которые применяли ученики по отношению к другим ученикам. То есть такое психологическое, эмоциональное, психологическое действие на класс. И класс подчинялся этому действию. То есть предыдущий классный руководитель, не хочу говорить плохо и как-то так порочить, но по-другому, скажем так, относился к некоторым процессам внутри класса, давил на другие точки, и класс от этого, ученики от этого страдали. От того, что некоторые вели себя очень разнузданно, не понимая, где они и зачем они. Но мне повезло, мы смогли воздействовать всей школьной системы и системы поддержки, и тогда лично директор участвовал в этой ситуации уже. Я давил, что тут надо просто спасать, что тут рано или поздно что-то произойдет такое, чего нам всем не надо в школе. И мы тогда решили этот вопрос. И класс действительно был мне благодарен. Я это не словами ощущал, я это ощущал потому, как они со мной общались, потому, как они ко мне относились, потому, как они до сих пор там меня где-нибудь поздравляют. То есть они были благодарны мне за то, что я их избавил от такого постоянного пресса, в котором они находились. Они даже сами не понимали этого, наверное, что им плохо. Они просто к этому привыкли. Они считали, что это некая норма, что от этого никак невозможно избавиться, и принимали ситуацию такой, какой она есть. Когда она изменилась, они почувствовали облегчение, соответственно, было притяжение уже ко мне, потому что я их избавил от этого. Из позитивных моментов каких-то историй. Из позитивных. Классный руководитель, позитивный момент. Как-то грустно это нет, все звучит. Нет, на самом деле много чего, просто, то, что мне там, бывает, то, что мне, в принципе, нравится, да, то есть, мне нравится, что ученики мне доверяют, что это не назовешь там подвигом или каким-то такой сенсацией или чем-то таким, это происходит, наверное, со всеми классными руководителями, мне это приятно, если я, например, вижу там, что ученику сейчас не очень, задаю ему вопрос, по какой причине. И он мне уже наедине начинает отвечать, по какой причине. Я понимаю, что об этой причине даже мама не знает. То есть я для него доверенное лицо, которому он способен это рассказать, и это очень приятно. Потому что ты понимаешь, что он тебе доверяет. Это значимо. И на это можно что-то строить. Делал ли я так, что я сливал эту информацию родителям? Такое слово некрасивое. В общем, доносил эту информацию. Бывало и так. То есть, когда я понимал, что да, я доверенное лицо, и информация, которая у меня сейчас есть, он сообщил только мне. Но я понимаю, что эта информация для него же опасна, а я не могу быть с ним, не могу принимать за семью решения, что такого рода проблемы могут приводить к печальным последствиям, и семья не будет рада от того, что я эту информацию имел, но не сказал, потому что она опасная. То бывало иногда я информацию, которую вроде бы не должен был, но я произносил его родителям, давая понять, что не нужно ругать его за то, что он сделал, она сделали. А нужно просто сейчас на данный момент решить эту проблему, а дальше будем разбираться уже с тем, зачем, почему и так далее. То есть бывают такие тоже эпизоды. Классные руководители все про это знают. У нас, я думаю, в каждом классе есть какие-то такие... В опыте каждого классного руководителя есть какие-то такие эпизоды, когда ты понимаешь, что очень опасно. И из того, что мне, допустим, было приятно, от нашей системы поддержки, одного из представителей нашей системы поддержки, услышать такую фразу: Леонид мимо не пройдет. То есть там была с одним учеником класса проблема, и я обратил внимание на эту проблему. Я очень сильно, там родители были против, я очень сильно давил на родителей, объясняя им, какие могут быть последствия. Очень-очень много я времени тогда потратил, и главное, сил своих потратил на то, чтобы переубедить родителей, что надо принимать меры, что это само не пройдет, что вы должны просто заставить, мотивировать ученика сделать так, так и так, иначе будет хуже. И то, как они мне были благодарны на выпускном, когда они подходили, благодарили меня, и какие слова они произносили, это для меня тогда дорого стоило. Потому что была серьезная ситуация с человеком, и семья потом уже приняла, что это надо, просто сейчас надо это принять, что эта проблема есть, что ее надо решать.
Дальше будем смотреть, как это все будет разрешаться. И они это поняли, приняли и были мне благодарны за то, что я тогда не прошел мимо. И вот это приятно. Ну, позитивно как-то не очень, но все хорошо закончилось, в общем. Все хорошо закончилось. Приятно, когда через какое-то время, там, когда ты закончил уже давно работать с кем-то, кто-то там пишет, там можно прийти, поговорить, узнать какие-то вещи, как учеников складывается жизнь, потому что обычно связь после окончания уже заканчивается, прерывается или там частично обрывается. А тут люди приходят, значит, ты как-то был им интересен, они до сих пор хотят, чтобы ты про них что-то знал, что-то хотят о тебе узнать. Это приятно. А вот хотелось бы спросить, а вот из негативных, да даже каких-то не обязательно негативных ситуаций, а вот вне школы бывали такие ситуации, что бывшие ученики избегают с вами там контакта в глаза, не хотят пересечься, не поздороваются? Да, конечно, да. Но это нормально. То есть я понимаю, что для кого-то я был эпизодом их жизни, которая была когда-то, и почему они должны, они уже совершенно со мной не сталкиваются. Это неприятно. Но понимаю ли я это? Принимаю. Мне, во-первых, одеваться некуда, во-вторых, чего такого? Так что да, бывает такое. Но, к счастью, не было ни разу, чтобы, если вдруг чаще случается, что эти бывшие ученики все равно здороваются, и, допустим, в памяти всплывает картина, где когда-то просто случайно возле моего дома была девушка, села в автобус тоже рядом со мной, или не со мной, где-то там они стояли с подружкой. И я слышу, одна другая говорит: он учитель, он мне поставил 2 за там триместр, не знаю что. И вторая говорит: вот он нехороший человек, не будем говорить именно, как она сказала. И это же, который я поставил 2, сказал: да нет, он хороший, это просто я там. Вот это вот обратная связь от того, что она понимает, что это моя работа, что я как человек, да, адекватный, и поставил не потому, что я вот к ней лично плохо отношусь, а просто потому, что она что-то не сделала. Это мне приятно. То есть мы поздоровались, я понимал, что они про меня говорят, и получил позитивную обратную связь своей работы, хотя она того и даже не поняла, что я это услышал. Вот. Представим лицо этого человека, который сейчас, может быть, смотрит и понимает, что это про него. Хорошо, очень интересно на самом-то деле. Да. Потому что это тоже такая неловкая ситуация, видеть учителя вне школы, да, поздороваться, не поздороваться. И вот в предыдущем моем месте жительства я жил в маленьком городе, это было просто... Там... Боишься ходить в магазин иногда. Потому что сейчас я живу за городом. Здесь, в Таллине, когда я приехал, я жил в Мустаме. И, соответственно, среда была такая, что я не видел учеников за пределами школы. И родителей, соответственно, не видел. То, живя в маленьком городе, это просто... Там родительское собрание можно было устраивать в максимум. Ты идешь, я не знаю, за хлебом. А если не хлебов, то что-нибудь еще хочешь себе купить. Ты понимаешь, так, никого нет. Мало ли, что кто увидит, что я там покупаю. Хотя ты взрослый человек и можешь себе купить что-то, что... Да, что-то, что хочешь, но все равно оглядываешься, потому что как-то неловко, если вдруг там мама увидит, что ты там берешь что-нибудь себе такое, что ай-яй-яй, как же так, учитель, как он мог. Ничего противозаконного, просто вот ощущение такое, что ты всегда под чьим-то вниманием, это было. Раньше больше было, чем сейчас. Сейчас я под вниманием в школе только. Здесь, там бывает, где-то здесь рядом кто-нибудь встретится, родитель какой-нибудь, там 2 слова и пошел дальше. Раньше это было намного более плотное общение, что ли, за пределами школы. Мне кажется, вот эта вот ситуация, когда вот вам кажется, что за вами следят еще больше, вот где, когда вы отдыхаете где-нибудь там в ресторане или в караоке, пошли с друзьями попеть, вот там тоже могут встретиться там. Бывает такое, но... как бы учитель тоже человек. И... Да, но в основном в таких местах бывают все-таки уже взрослые люди. То есть тех учеников, которые могут что-нибудь такое там подумать, уже нет. Это все равно выпускники там оказывается, что-то там. То есть они уже все понимают, уже по-другому смотрят на это все. Могут удивиться, а вы тут что делаете? Примерно то же самое, что и вы. Там, ем или, не знаю, пью кофе. Отдыхаю. Да, отдыхаю. Вот так. Так что, да. Учитель – это, конечно, человек, вызывающий повышенное внимание в целом. То есть, да, действительно. Если, особенно если это учитель, который вот интересен. То есть, сколько раз там пытались мне сказать, что вот мы про вас там нашли где-то мои там детские фотографии на каком-нибудь там сайте, где я, не знаю, в каком там что виде, в общем, неважно. Признаемся, было. Да.
Или там еще какие-нибудь, а вот у вас есть брат, мы вот видели, что у вас есть брат, мы посмотрели по нему там-то, то есть через брата там начинают на меня ходить. Понятно, что это о чем говорит? Что я интересен, на самом деле. То есть я интересен. Ни разу не было такого, чтобы там мою родню как-то там оскорбляли из-за меня, там что-то им посылали. Такого никогда не случалось, надеюсь, и не будет. Было только какие-то уже положительные обратные связи в виде того, что спасибо вам большое, мама, там, за такого сына, который так хорошо преподает уроки. Вот такое было. Вот мне очень сильно запомнилась поездка в Санкт-Петербург 2019 года. Это как раз я был в 10 классе. Леонид Николаевич был сразу классным руководителем у обоих 10 классов. Значит, мне подарили книгу Достоевского «Идиот». И мы потом про нее говорили. Вот, честно говоря, признаюсь, вот стыдно, но признаюсь, что вот я ее с того момента даже не открыл. Хотя, на самом-то деле, повод прочитать ее был, потому что вы меня очень сильно заинтриговали. Вы сказали, что вы, когда эту книгу прочитали, то вы прям чуть ли не заболели на несколько дней, и что вы очень сильно себя ассоциируете, если не ошибаюсь, с князем Мышкиным. Именно так, да. Вот можете вкратце рассказать вообще, кто он такой и вот в чем он резонирует с вами? Ну, во-первых, он душевно больной. В чем резонанс здесь важнее, да, для меня? То есть, в чем я вижу? Во-первых, да, это действительно так. Я когда прочитал, это было уже в осознанном возрасте, в университете я читал. Помню, что жил в общежитии, и не знаю, каким образом ко мне попала эта книга, и я ее читал, и мне было... Я выйти в магазин тогда не мог. То есть, я голодал из-за того, что я хотел просто прочесть эту книгу. Это было как будто для меня написано такие сокровеннейшие какие-то моменты моего какого-то глубокого подсознательного мира. Потому что некая идеальная картина мира, в которой жил герой, с его таким наивным, детским, непосредственным представлением о том, как должно быть устроено, оно не попадает в реалии того, где действительно этот герой находится. Что отношение к нему строится или на обманывании этого человека, с попыткой воспользоваться каким-то достоянием, которое он имеет, или на таком несколько пренебрежительном и высокомерном отношении к нему, как к какому-то, такому простаку. Хотя он по своему внутреннему миру совершенно не простак. Вот какие-то такие вещи, наверное, мне тогда были важны. И мысли героя, его, скажем так, не физические подходы, конечно, не эти самые события, а система, что ли, ценностей, ориентиров, которые этот человек перед собой имеет, внутренний диалог, который он сам с собой ведет, вот это мне близко в этой книге. Хотя тогда я был все-таки помоложе. И вообще я боюсь теперь Достоевского, потому что я физически заболел тогда. Я тогда температура после этого, потому что мне казалось, что кто-то просто из меня вытянул какую-то, не кто-то, а сам Федор Михайлович вытащил из меня какую-то вещь, которую я в себе прячу. То есть он как будто побывал у меня в сознании и на поверхность вытянул что-то очень-очень-очень личное. И поэтому я, оставляя еще его другие произведения, не знаю, что до лучших или до худших времен, там, как «Братья Карамазовы», которые, я чувствую, сильное впечатление тоже на меня, судя по всему, произведет, или там «Бесы». В общем, есть что прочесть, но, откровенно говоря, испытываю такое, не ужас, но такое сомнение, надо ли мне это в реальности сейчас испытать, потому что было как-то так тяжеловато. Но одновременно с этим это в очередной раз подчеркивает великое значение слова вообще художественного произведения. Когда ты испытываешь такие эмоции, это значит, что я же не один такой, если это произведение жило уже сколько лет. Значит, люди в нем что-то ловят и для себя тоже, и другие люди. Очень интересно. Очень, очень загадочно для меня, как для человека, который не читал. Да? Но, может быть, вот мы сейчас кого-то замотивировали эту книгу прочитать. Ну и давайте переходить к традиционному блицу. Мы будем задавать достаточно короткие вопросы. Вы отвечаете быстро, но не обязательно коротко. И я бы задал вам вопрос. Можете ли вы быть друзьями с человеком, который верит в различные теории заговора? Что, например, Земля плоская. А для вас, как для учителя физики, это абсолютно такая... глупая идея. Мой ответ нет, но здесь есть такая вещь, что есть определенная предыстория. Если этот человек когда-то мелькал в моей жизни, и мы с ним были близки, и вот сейчас выясняется, что это вот так, а мы уже с ним близки, то вряд ли я бы потерял за эту дружбу, мы просто разговаривали на какие-то другие темы и не сталкивались в клинче о обсуждении каких-то таких
странных для меня фраз или явлений, или понятий. Если бы это происходило сейчас, и человек мне незнакомым, могли ли мы стать с человеком незнакомым друзьями? Вряд ли. То есть для меня достаточно важна какая-то, не знаю, интеллектуальная, что ли, работа и то, насколько человек трезвомыслящий, насколько он вообще, в принципе, может хорошее от плохого, нужную информацию от ненужной отделить. Я так огрубляю, конечно, но в целом вот некая интеллектуальность в друзьях мне тоже нужна. Поэтому прямой ответ нет. Хорошо. И так как тема кино, литературы и прослеживается сквозь все наши эпизоды, назовите любимые произведения, фильмы, сериалы, которые... Ну, топ-3 желательно. Да. И почему? Честно говоря, я не люблю такие вопросы, потому что очень сложно выбирать. Всегда потом думаешь, надо было это, надо было это. Если говорить про фильмы, мне очень... Не знаю даже почему, если честно. Я не понимаю, как до конца мой мозг не может принять это. Мне очень это близко к какой-то идейности, что ли. Старый такой советский фильм, который про школу, называется «Доживем до понедельника», где один учитель очень принципиальный и вот именно, знаете, то, что говорили раньше, учитель с большой буквы. Вот такой учитель, попадая в жизненные разные перипетии, вот как он реагирует, как он работает, как он пытается уйти из этой работы, понимая, что он не может больше быть таким учителем. Это было, когда я в школу заходил, созвучно моим мыслям, вот именно вот это метание такого героя главного, как это все, его терзание, попадаю, не попадаю, знаю, не знаю. И, в принципе, до сих пор я об этом иногда думаю, об этом фильме, о событиях внутри этого фильма. Большое влияние на меня произвел фильм «Жизнь прекрасна». Не помню я автора, режиссера этого фильма. По событиям это некая попытка, ну что ли, осмыслить весь опыт нацизма в Италии и адаптации, что ли, к событиям, происходящим, страшным событиям, происходящим в связи с этим в конкретно взятой семье, и попытка спасти от шока и ужаса ребенка и свою семью через юмор, через некие такие адаптивные игры, чтобы не повредить ребенка и жертвуя собой фактически ради этого. То есть это и вообще тема вот Второй мировой войны и то, насколько люди как бы зверствовали, теряли свою какую-то человеческое обличие, как будто людей выключили рациональное, включили животное. Или под эгидой, под прикрытием какого-то рационального на самом деле включались какие-то просто невероятно жестокие инстинкты. Вот это вот мне интересно думать об этом, как это вообще могло случиться в целом. И фильм немножко дает понять, как люди с этим примиряются. Ну и третий фильм какой-нибудь. «Побег из Шоушенка», наверное. Здесь не буду оригинален. Тоже достаточно мне было интересно. «Над кукушкиным гнездом». Фильм тоже, да, но именно литература, книга мне понравилась больше. Хотя и фильм хороший, но книга мне породила больше мыслей, скажем так. Большую интеллектуальную работу. А про книги, мы уже говорили про Достоевского. То есть «Идиот» или там «Преступление и наказание». И вообще, я думаю, что Достоевский – это мой автор. Я не так много читаю, к сожалению. То есть художественной литературы не так много прочитано. Очень хочется, я горю. У меня оно идет как-то периодами. У меня нет такого, что я постоянно читаю. И вот некоторые периоды прям особенно это летом у меня расцветает, я начитываюсь там потом на целый год. Потом у меня идет такой большой спад в связи с тем, что нет времени, работы, энергии, там, сил, не знаю чего, может и желания. Просто тут прикрываю свою лень таким образом. А потом снова нарождается вот это. Хочется к чему-то прикоснуться, о чем-то подумать. И тогда снова читаю взахлеб. Вот последние 1,5 года толком ничего не читал, потому что дома такие не совсем способствующие для этого обстоятельства. И давайте тогда последний вопрос. Если бы вашу зарплату сейчас увеличили бы в 2 раза, но вы должны были работать на другой профессии, вы бы ушли из школы? Ой, прям по-живому режете. К стыду своему скажу, что да. Вот на данный момент развитие меня и как бы
никаких опасений относительно своей дальнейшей карьеры, скорее всего бы да, я решился. У меня было предложение 1,5 года назад уйти, фактически на те же самые деньги, чуть-чуть выше, в другую совершенно сферу, в IT, где бы я там управлял, но управлял тоже меньшим количеством людей, нежели в школе, в виде учеников, там, правда, взрослые люди, естественно. Но тогда я не решился сделать этот шаг, и там еще домашние некоторые обстоятельства, которые меня остановили от этого. Но это было бы достаточно болезненно все равно. То есть был эпизод, вот я до сих пор, скажем так, это переживаю, в каком-то таком когда чувствую, что что-то накатывает, возвращается ко мне это. А когда я переезжал с одного города в другой, то есть из своего маленького города приезжал в Таллин, были люди, которые были мне очень близки среди учеников, прям очень близки. Мы с ними общались, мы с ними дружили, мы с ними были, прям очень-очень ценили друг друга, что ли, я их, они меня. И случилось так, и мне нужно было принять решение уехать. Они были на тот момент в 8 классе. И им оставался учиться в школе, где я работал последний год, 9, и у них возникла обида, почему я не дотерпел этот год, почему я не принял решение о переезде. Кардинальный сменник всего, что меня окружает, не через год, а сейчас. И я знаю, что они на меня обиделись, и сильно обиделись, до такой степени обиделись некоторые, что они не здороваются, и как-то абсолютно мы потерялись. И это, мне обидно по-человечески, я их понимаю. То есть я как человек, я прекрасно их понимаю, да, действительно, с их позиции, почему я так сделал. То есть я фактически их бросил в выпускном классе. С моей позиции я принял для себя правильное решение на тот момент, и мне нужно было это сделать, иначе бы я мог там, скажем так, еще затянуть, были бы следующие какие-то дети, с которым я был бы должен доработать, с кем я должен был бы доработать. И такие были тоже, там были младшего возраста. И неизвестно, уехал бы я в итоге. А надо было уехать, надо было попробовать. То есть, в принципе, если этот разговор бы немножко повернулся в сторону того, как работается в столице и как работает за пределами столицы, что это разные работы. Я работал и там, и там. Это разные работы учителя. Это довольно интересно анализировать, уже переживая тот и другой опыт, имея опыт и там, и там. Насколько все-таки подходы отличаются, насколько маленькие школы, они по-другому подходят. Хорошо, плохо, здесь можно сравнивать уже. Здесь несколько критериев можно выдвинуть, по которым осматриваться. Но в целом это интересное сравнение в целом. Так что так здесь. Я думаю, что у нас получился очень психологически глубокий подкаст. Да. И если обычно мы заканчиваем... Поскандалить. Поскандалить. Я с вами в корне не согласен. Мы пойдем по второму циклу. И там, конечно, вторую часть. И обязательно мы еще побеседуем. Но давайте закончим на этих философских размышлениях. Я думаю, что наши зрители все-таки нашли в наших диалогах, да, отражение себя в разных ситуациях жизненных. И давайте, мы же учителя, зададим такое небольшое домашнее задание, поразмышлять, саморефлексировать, да, о своих поступках, о том, что они значат для нас. И тогда до следующего понедельника. Гость следующего выпуска нам еще пока неизвестен. Поэтому пусть для нас всех это будет небольшой тайной. А сегодня у нас был в гостях Леонид Николаевич Гашков, за что ему большое спасибо. Да, спасибо вам. Было интересно разговаривать. Да. И мне было интересно смотреть ваш подкаст. Я один только пока посмотрел, но теперь я обязательно посмотрю все остальные, потому что это дает возможность посмотреть на учителей с другой стороны. То есть ты никогда их коллег не узнал бы так, как ты можешь их узнать в этой передаче. Их разговоры не всегда они случаются, к сожалению, между учителями какие-то такие откровенные разговоры. И это очень позитивное свойство этой передачи. Так что спасибо вам за ее большое спасибо. Мы присоединяемся к Леониду и призываем вас тоже посмотреть все остальные выпуски, пролайкать и написать свои комментарии. А на этом мы с вами прощаемся. До следующего понедельника. Всем спасибо. Всем пока.